Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Команда «Радио Крым. Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Мы вместе с вами на самом крымском в мире радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, и у меня в гостях в нашей постоянной уже для вечерних эфиров рубрике «Интервью» Кирилл Сазонов, политолог, человек, с которым мы обсудим. Собственно, начнем обсуждать с той самой Крымской декларации Соединенных Штатов Америки. Ее озвучил Майк Помпео, и, соответственно, будут санкции. Санкции не отменятся до устранения самой причины. Но, повторюсь, мы уже задавали этот вопрос. Много похожего с теми же, заявлениями Соединенных Штатов после оккупации Латвии, Литвы, Эстонии, Очень в 40-м пример, году. к сожалению, да. Да, и, к сожалению же, по крайней мере, по мнению граждан этих стран, освобождение им пришлось ждать 49 лет. Означает ли это, что и освобождение Крыма нужно будет ждать 49 лет или, какой-то такой уж слишком долгий срок, как по-вашему? Когда заговорили о декларации, первое, о чем я подумал, что, к сожалению, оккупацию стран Балтии не признали, и тем не менее, им действительно пришлось ждать освобождения очень долго, и это не помешало. Но все-таки есть разница, потому что все-таки тогда был ленд-лиз. Америка помогала Советскому Союзу, торговала с Советским Союзом. И Советский Союз был гораздо мощнее существующей России. Да и вожди воровали поменьше. А по Крыму санкции остаются, и США их будут усиливать. Причем, по-моему, сейчас идут соревнования своего рода между Трампом и Конгрессом. Кто жестче врежет по России. То есть, если Конгресс жестче, то значит Трамп пророссийский. Трамп раз что-то свое предлагает. Пока с Помпео лидирует Белый дом и с Волкером. Ждем ответа Конгресса. Туда тоже внесли новые санкции. Достаточно интересные, достаточно жесткие. И, думаю, их будут вводить 2 шагами. Хорошо, был же уже список людей, по которым возможны санкции. И, соответственно, сначала многие, как даже писала российская деловая пресса, многие люди из списка Forbes Российской Федерации напугались и пытались как-то, подумать, что они могут сделать для того, чтобы выйти из санкционного списка или смягчить санкции по отношению к себе любимым и к своим бизнесам. Но какого-то жесткого, большого списка, против кого действительно ввели санкции, не последовало. Зачем тогда обнародовать большой список, если в реальности санкции налагаются на меньшее количество людей? Вы знаете, это как когда тебе 17 лет, и можно обсуждать количество женщин. Так и российских олигархов, и российских чиновников много в списке не бывает. Чем их больше, тем лучше. Почему, когда уже список есть, когда он принят, можно в любой момент любого из них дергать за ниточки? Надо учитывать важный момент. Угрозы, которую ты реализовал, она теряет свойство рычага. Сейчас ты можешь давить на человека, наказал его, уже не можешь. То есть тут очень-очень постепенно, аккуратно, выборочно. На самом деле они все ходят под прицелом, каждый из них. И каждый надеется, пусть не меня, пусть соседа, давай я что-то сделаю полезное, давай я промолчу, давай я заткнусь. Да я готов сотрудничать с США, только не трогайте меня. И эти настроения, они, это Россия, то есть они привыкли друг друга сдавать, писать доносы, вовремя предать. И они сейчас, эти настроения, начинают разгораться постепенно. Это разрушает систему изнутри. То есть, по сути, взять за финансовый, как крючок, кого-то из российских богатых, состоятельных людей, и таким образом, либо удерживать этого человека и его бизнес от каких-то действий, либо подталкивать к каким-то действиям, так предполагается? Но берут не одного, берут многих. Чем больше на крючке, тем лучше. И никто не знает. То есть удар носит чуть ли не случайный характер. Никто не знает, кто попадет. Все стараются быть белыми и пушистыми, не злить Вашингтон. Хорошо, обратная сторона истории. Вот сегодня мы только что обсуждали, вы слышали, вероятно, пока была наша часть первая, обыски уже фигурантами которых становятся несовершеннолетние в Крыму. Хорошо, я пытаюсь перевести на понятный язык. Есть кусок ткани. Да, этот кусок ткани является символом Российской Федерации, флаг. Доказательств, я не знаю, есть ли доказательства, думаю, их бы уже предъявили. Тем не менее, 5 несовершеннолетних, обыски, потом какие-то показания. Зачем взялись за детей? Чтобы... Тут логика простая. Виноваты они по умолчанию. Если ты живешь сейчас в Крыму и являешься крымским татарином, и являешься украинцем, или являешься даже русским, но который любит Украину, или просто человек, который недостаточно вовремя, недостаточно ярко, недостаточно искренне хвалит власть, ты автоматически жертва. За что тебя возьмут? Дашь ты повод, тебя возьмут за повод. Не дашь повода, ничего не гарантирует. Сколько обысков крымских татар по нелепым обвинениям.
Они, может, не давали никакого повода даже. Просто они крымские татары. То есть потенциально Россия понимает, что они пришли оккупантами на чужую землю, причем это второй раз на памяти поколений. То есть это же были 40-е годы, и вот сейчас повторяется. То есть россияне понимают, что их эти люди никогда не простят, что их ненавидят. И как только представится возможность, без особых переговоров будут выгонять. И они, конечно, хотят их запугать, во-первых, на сейчас, и желательно запугать настолько, чтобы люди уезжали из Крыма. Почему? Потому что рано или поздно Украина вернется в Крым на каких-то условиях, будут какие-то дискуссии, и Россия будет разыгрывать обычный сценарий с референдумом, с выборами. И к тому моменту в Крыму должно быть как можно меньше крымских татар и как можно меньше украинцев. Туда заселят военных пенсионеров, как это делалось после выселения крымских татар. Как Крым стал пророссийским? Очень просто. Оттуда депортировали коренное население и тотально вселяли российских военных пенсионеров. Все. Сейчас, собственно, мы то видим же и в самое. наших эфирах, но там касается это далеко не только пенсионеров. На прошлой неделе принято решение о выделении какого-то очередного земельного участка для строительства жилья для росгвардейцев и каких-то еще российских силовиков. То есть миграция внутрь Крымского полуострова, да, миграция со стороны соседней России, да, это такой активный очень процесс. То есть они заселяют не просто, я не знаю, с гражданами Российской Федерации, но самыми лояльными гражданами Российской Тут, да. Федерации. Во-первых, они меняют национальный, культурный и социальный состав в Крыму, как это делалось опять-таки раньше. И при этом стремление заселить военными, это в случае чего человек получил участок, получил квартиру в Крыму, природа, море, горы, красота. И говорят, придет Украина, тебя выкинут на улицу вместе с детьми, у тебя больше ничего нет. И он будет сражаться за свое имущество уже, не только за Путина. То есть логика в этом есть, циничная, людоедская логика, но она присутствует. Хорошо, но представляем себе момент гипотетический возврата контроля над Крымским полуостровом Украиной. Украина же может не признать имущественные права, например, силовиков. Или это будет сложно сделать? Или там, я не знаю, эти люди уйдут на пенсию и уже как-то натурализируются, соответственно... А мы гуманная страна, и что скажет Венецианская комиссия, что скажет Европа, что ж вы, ребята, стариков собираетесь на снег, оставить без дома, оставить без гражданства, куда ж им бедненьким деваться? Хорошо, Старики и какой пойдут... выход? Выход показали страны Балтии, как делается этот выход. После обретения независимости, сказали, все, кто жил до оккупации наших стран, могут возвращаться, имеют право на имущество, имеют право на гражданство. Кто приехал после, не запятнан и очень хочет остаться, выучил язык, выучил историю, сдал экзамены, прошел собеседование. Ну, родился ты тут от приезжих. Ну, ты любишь эту страну, любишь этот язык, хочешь остаться, пожалуйста. Хороший человек, это на пользу стране. А если ты не хочешь учить язык, ты не гражданин. Ты живешь, но, по крайней мере, ты не вредишь на выборах. Не занимаешь государственной должности. Ну, как у нас, как человек, который ходит с российским флагом и кричит «Россия вперед», сейчас, на 4-м году войны, после 10 тысяч погибших, этот человек имеет такие же избирательные права, как беженец из Донбасса, который с украинским флажком оттуда сбежал, бросив квартиру. Ну, это же несправедливо. Но справедливость и гуманность не всегда совпадают. Я боюсь, что вот именно вот эта часть освобождения Крыма, эту бомбу, которую сейчас нам закладывают, выживая оттуда коренное население и вживляя новое, эту бомбу заложил в свое время Сталин еще. И она сработала. Сейчас ее на всякий случай закладывают опять. Ну, то есть новая закладка. Хорошо. Вы сказали, что возможен балтийский сценарий, когда есть граждане и есть неграждане. Я боюсь, что нам на это не дадут пойти, и мы слишком прогнемся под, опять-таки, европейскую гуманность, от нас потребует амнистии, полной легализации, и я вижу очень малое количество украинских политиков, которые достаточно жесткие в этом вопросе. Большая часть все-таки склонна к соглашательству. Я говорю сейчас про проукраинских, а не про пророссийских, к ним вообще вопросов давно нет. Хорошо. Есть еще одна история, которую часто обсуждаю, что якобы Крым был, скажем так, не нужен, да, я сейчас процитирую, во время выборов в Украине 2014 года, потому что опасались, что, кого там навыбирают эти граждане. И, соответственно, сейчас украинской власти якобы удобно невозвращение и Крымского полуострова, и оккупированных территорий на востоке Украины. Насколько логична эта мысль, потому что я понимаю, что она забрасывается чаще всего через пропагандистские ресурсы, но тем не менее, вот эти граждане, насколько это может влиять? В мультфильме про дюймовочку, помните, а не посчитать ли нам, господа уважаемые кроты? Давайте посчитаем. Крым около 2 миллионов населения. Из них минимум 500 тысяч за украинские политические силы. Однозначно. Мы это видели по митингам в Крыму. Мы понимали, что
Крымские татары могут не любить какого-то одного украинского политика, не любить другого, любить третьего, но на сотрудничество с Россией они никогда не пойдут, потому что им родители рассказывали, чем заканчивается сотрудничество с Россией. То есть это антидот очень мощный. Это громадная ошибка всей украинской власти за всю историю, что не дали зеленый свет возвращению. Если бы был зеленый свет абсолютно реальный, нормальный, не с попытками выбить этот несчастный участок, то к моменту оккупации Крыма там бы была хотя бы за счет Турции, настолько, за счет Узбекистана, Казахстана, настолько большая татарская уже составляющая населения, что сломали бы зубы россияне, как сломали они там в Днепре, в Одессе, в Харькове. Это исключительно прокол всей украинской власти на протяжении 20 лет. Страшный прокол, за что и расплатились. Собственно, хорошо, этот прокол есть, но что с этим делать можно сейчас? Справедливость и гуманность — это одна часть, о которой вы сказали, то есть институт неграждан. Такой вопрос, да, вряд ли получится у Украины. Каким образом должны происходить реинтеграционные процессы? Вы знаете, вот мы часто спрашивают про реинтеграционные процессы в Донбассе, вы сейчас спрашиваете про Крым. Говорю, мы пропускаем самый важный и трудный момент. Чтобы начать реинтеграционные процессы, нам оттуда надо прогнать оккупанта. Это первая задача номер один. Ни о какой реинтеграции, пока там стоят российские войска, пока людей хватают, швыряют в тюрьмы, пока работает на полную катушку пропагандистская машина, к которой многие пенсионеры, будем честны, уязвимы. Ни о какой реинтеграции речи быть не может. То есть мы можем пока общаться только с теми, кто остался там и кто сердцем все равно здесь. Мы можем только говорить, ребят, мы когда-нибудь вернемся. Держитесь. Это все, что мы можем сказать. Но их не надо агитировать, их не надо реинтегрировать. Они есть, Украина там. Вот. А в первую очередь, конечно, задача убрать оттуда оккупанта. И эта задача достаточно тяжелая. Потому что сейчас формат оккупированных территорий Россия навязывает всем, и не зря Герасимов с Лавровым ездят. Ну, в первую очеред, в Берлин. Герасимов — это глава Генштаба Российской Глава Федерации. Генштаба России, очень убежденный антиукраинский человек, антиукраинский генерал, который ненавидел Украину всегда и воспринимал украинских офицеров как врагов очень-очень давно. И это человек, который фактически руководил оккупацией Донбасса, и он ястреб, он склонен к силовому решению. Почему сейчас опять обострилась угроза прямого нападения России? То есть, ну, он вообще под санкциями, как его впустили, да. Почему они ездят? Самый вариант, который обсуждает Россия, самый вкусный, самый лучший, это мы уходим из Донбасса, там референдум, выборы, миротворцы, что угодно, ну, чтобы не совсем мы там потеряли влияние, но де-факто вы признаете Крым. Это обращение и к Киеву, и к Брюсселю, и к Вашингтону. Пока в Вашингтоне, в Киеве это не встречает понимания. Ну, собственно, об этом же и есть вот та же декларация крымская из Вашингтона, которая прозвучала. Да, ну а Крым, естественно, Киев на это, естественно, не пойдет. Но что касается Парижа и Берлина, там все не так однозначно, к сожалению. Не зря они принимают таких гостей, санкционных российских одиознейших персонажей. Хорошо, о гостях еще поговорим, и поговорим о других важных темах, касающихся Крыма, его возможной деоккупации, и уже потом, как сказал Кирилл Сазонов, возможной реинтеграции. Напоминаю, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Меня зовут Павел Новиков, мы с вами услышимся через несколько секунд и продолжим интервью. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Мы вместе с вами, в том числе в ваших комментариях и вопросах на наших трансляциях в Фейсбуке и Ютубе. Пишите нам. Уже есть комментарии согласно с Ахтемом в плане бандитских действий России. Это было всегда. Вот один из комментариев. Если у вас есть вопросы к моему гостю Кириллу Сазонову, задавайте их, пожалуйста, тоже в комментариях на Ютубе и Фейсбуке. И, конечно, как я уже неоднократно говорил, для наших слушателей всегда первый приоритет по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. Звоните, если у вас есть что сказать по теме, или вам хочется о чем-то спросить нашего гостя. Ситуация, которая... Опять же, мне кажется, влияет непосредственно и на Украину, и на взаимодействие Соединенных Штатов с Российской Федерацией, и каким-то косвенным образом на Крым. Вмешательство Российской Федерации в американские выборы, да, его все время отрицает, естественно, Российская Федерация. Трамп говорит о том, что выиграл он честно, а вся проблема только в том, что... Вмешательство, может, и было, но сговора не было. Да, вмешательство, может, было, но сговора не было. И... Вашингтон-Пост опубликовал колонку, в которой, например, указал на интересный момент, что в
там я вот сейчас даже процитирую, в небольшом количестве штатов, то есть указано, что россияне взломали избирательную систему, вот реестр избирателей, как он правильно называется, выборщиков, да, в Штатах не избиратели, а выборщики, вот, но в 39 штатах, это больше, чем половина, да, и в небольшом количестве штатов, то есть не называя цифру, были также отмечены возможности, что данные, регистрационные данные конкретных выборщиков были изменены или удалены, и это касалось выборщиков Клинтон. То есть манипуляция с реестром избирателей, это же то, что очень похоже и очень близко, я не знаю, жителям постсоветского пространства. Там просто не все, может, знают, что система выборов в США, ну, уникальная по-своему. То есть избиратели выбирают не президента, а выборщиков. А уже выборщики, поэтому может победить на выборах тот кандидат, за которого проголосуют чуть меньше, чем за его конкурента. Ну, такой парадокс системы, но американцы долго как не шли, она себя оправдала. Но вы знаете, чтобы высчитать, кто из выборщиков поддержит Клинтон, кто Трампа, в 39 штатах, взломать систему, внести такие изменения, но, по-моему, это настолько... Мы преувеличиваем. Российская машина давно так не работает. Подкупить политика, подкупить журналиста, подкупить эксперта, разместить заказушную статейку, организовать тур с черной икрой там в Крым какому-нибудь итальянцу или французу, который и без того давно у них сидит на прикорме. Вот это их метод. Купить, дать по морде, убить. Вот это их схемы. Сложная игра давно не для России. То есть это перестала быть страна спецслужб. Это давно страна гопник, поэтому методы соответственно. То есть вы не сильно верите в то, что мог быть настолько... Не в таких масштабах, ни в коем настолько случае. взлом, чтобы даже менять, я не знаю, данные, регистрационные данные выборщиков? Я думаю, нет, это слишком сложно и требует очень хорошей подготовки. Вот. То, что на самом деле этот вопрос обсуждается активно и муссируется, это хорошо по 3 причинам. Первая причина – это не улучшает отношения России и США, это хорошо. Второе – это заставляет Трампа доказывать, что он ничего русским не должен, доказывать это делом, это тоже хорошо. И третье – наконец-то забывают, что Украина, тоже украинские политики и чиновники вели себя не очень корректно на американских выборах, поддерживая одного из кандидатов, который проиграл. Вот. Ну, по сути, да, сейчас упоминание Мы не о влазили поддержке... в систему, но наши некоторые дипломаты достаточно активно... Ну, что такое посол в США идет на съезд одного кандидата, фаворита, и не идет на съезд второго? Ребята, ну, красное-черное в казино, не в политике, тем более, когда мы обсуждаем такое государство влиятельное. Надо улыбаться всем, дружить надо со всеми, в этом и искусство дипломата. Ну, то есть здесь были ошибки, как вы считаете, украинской дипломатии на американском направлении. Владимир Путин собрал своих дипломатов и рассказал о том, что им надо делать на американском направлении. Украина там названа 4-й по списку приоритетов, если я правильно помню. Ну, и там, конечно же, основная фраза о том, что сейчас сложно вести хоть какой-то диалог с теми властями, которые сейчас в Украине. Это ключевой момент в российской риторике, вот, и когда было общение Путина с народом, он сказал несколько очень важных вещей. Он опять запел, что больше всего бесит, раздражает и пугает, что это братский народ, близкий, что мы обязательно дружили в прошлом и будем дружить в будущем, несмотря на сложную ситуацию. Какая сложная ситуация? Это война, ты напал на нас, убил 10 тысяч человек, оккупировал территорию. Какая сложная ситуация? Что за деликатность такая в словах и неделикатность в делах? А в конце он закончил, но, к сожалению, пока это невозможно, потому что даже не с нынешней, а с этой властью, не может он договориться с этой властью чудесно. Есть у нас так называемые ястребы, партия войны, это в первую очередь там Народный фронт, Яценюк, Турчинов, Аваков. Есть партия мира явная, давайте договариваемся с Россией, там Бойко, Рабинович и еще ряд политиков, которые как раз больше ведут украинскую риторику, но ушки, крылья белые выглядят убедительно, но хвостик с копытами выдают с головой. То есть надо поддерживать ту власть, которая не устраивает Москву, потому что разговоры о том, что мы придем к миру путем переговоров с Россией, это вранье, это обман. Из войны бывает 2 выхода к миру: победа или поражение. Капитуляция твоя или капитуляция врага. Все мирные договоры заключаются после того, как фактически это уже случилось в отношениях. Если Россия согласится уйти из Донбасса, уйти из Крыма и, грубо говоря, прибрать за собой мусор, то мы можем это оформить как угодно. Меморандумом о дружбе, наконец-то приходом к взаимопониманию, дадим им сохранить лицо. Если мы сдаемся и фактически сдаем всю украинскую независимость, какая стратегия у России есть, то это тоже можно назвать миром, примирением, окончанием заработка политиков на крови, желанием простых людей. Но все это будет обман. Кто-то из нас проиграет, кто-то победит.
Россия, если проиграет, Украина будет в своих тех границах свободным независимым государством. Мы не претендуем на Кубань и на Воронеж, спаси бог. Если проиграет Украина, мы потеряем суверенитет. Именно поэтому партия мира это равняется партия капитуляции сейчас. Именно поэтому они опасны. Опасной партии мира. Хорошо. Это мнение Кирилла Сазонова, политолога, который в эфире с нами, в прямом эфире на радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». Еще одна тема, в которой и Украина, и Россия имеют непримиримые позиции. Это, понятно, тема церковная. Завтра у нас 1030-я годовщина крещения Руси, когда святой князь Владимир, равноапостольный, как я правильно помню, его в церковных канонах называют, значит, крестил киевлян в Днепре рядом с впадением реки Почайны. Естественно, этот праздник очень важен для Российской Федерации. Естественно, битва за предоставление украинской поместной церкви автокефалии. Обещали Томос, то есть вот это решение об автокефалии, собственно, к 27 или 28 июля. Это не случилось. Это уже победа России на церковном фронте? Нет, это не победа России еще, потому что вопрос рассматривается еще, и все в процессе. Дело в том, что вы прогноз на завтра смотрели, кстати, на утро погоды? Нет, еще... Обещают утром сильную грозу. Хорошо. Тем не менее, полиция уже сказала, что в Киеве 27 и 28 числа будут массовые акции, организованные Киевским патриархатом и Московским патриархатом, и на каждую из них заявлено по 100 тысяч людей. Уже пугают, причем из России пугают Украину, что если Томос будет, то чуть ли не гражданская война. Это пугает конкретный человек, как сейчас надо вспомнить не прозвище, а фамилию. Новинский. Это не только его позиция. Я такую позицию слышал в том числе от иерархов Русской Православной Церкви. Так они получают, в принципе, как называется, инструкции в одном ведомстве. На самом деле я отношусь с большим уважением к любой церкви. Ко всем христианам всех конфессий, к иудеям, к буддистам. Даже если у нас появится очень редкая уникальная церковь поклонников повелителя Боли Шрайка, или летающего макаронного монстра. Да, я и к ним буду относиться с таким же уважением. Более того, я считаю, что в правах все религии равны. Пока кто-то не называет свою религию единственно верной и не зовет убивать остальных, он имеет такое же право существовать, как и все остальные. Но мы говорим о вере, о религии. Крестный ход — это вообще символ того, что ты принимаешь идти по стопам Христа. В первую очередь делами и поступками. А не одеть хоругвь, взять какой-нибудь плакат. Для прикола с бессмертным полком можно тоже и шагать. Вот. Мы говорим сейчас фактически о работе филиала КГБ, ныне ФСБ. Говорится, какой ты патриарх, если раньше не был хотя бы майором. Вот. Хорошо, это понятная позиция. Я путаюсь в церковных званиях, просто там даже в рифму получалось. Это старая шутка, и она работает. Какой же ты митрополит, если не был замполит? Точно, по-моему, точно, так это звучало, да. У нас есть звонок, наши слушатели всегда в приоритете. Добрый день, слушаем вас, представьтесь и задавайте свой вопрос. Добрый день. Добрый вечер, господа. Я христианин. У меня к вам общий вопрос. Вот вы, как люди благородные и люто ненавидящие Россию, почему вы никогда не поднимаете вопрос, чтобы исправить преступления России? А именно, вернуть Румынии земли, которые Россия схватила и дала Украине, Польше территории вернуть, Венгрии территории вернуть. В конце концов, и Крым вернуть России. Это все преступные деяния России. Почему же вы их не исправляете? Я предлагаю начать с татаро-монгольской орды. Монголия будет очень рада, хотя я думаю, что за монголами будет стоять Китай. Но давайте не играть с историей, не играть в это перекидывание каната. Что, когда, как. Все честно разошлись в свое время и сказали, мы уважаем границы. Это как муж с женой расходятся, разменивают двухкомнатную квартиру на 2 однокомнатных и живут порознь. И никто не говорит через 20 лет, а давай все вернем, давай верни, я тоже тут жил. Так не делается. Сделано, признано, подписались все. Тем более гарантировали безопасность, гарантировали уважение. Это прописано в большом договоре. Все, давайте не играть с прошлым. Давайте не играть с прошлым. Это позиция Кирилла Сазонова. Я лишь отреагирую на фразу нашего радиослушателя, который сказал, что мы ненавидим Россию. Я о себе такого сказать не могу. Моя функция здесь — функция нейтрального журналиста. Тем не менее, мы продолжаем беседу. Если у вас есть еще вопросы, уважаемые слушатели, вы все так же можете нам звонить. Итак, история с Томосом, то есть предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви.
церковь отделена от государства, да, вы сказали, и даже напомнили эту старую поговорку, что же за митрополит, если не был замполит. И тем не менее, инструмент церковный, почему он так важен Российской Федерации, и с другой стороны, почему он вдруг так стал важен Украине? Очень хуже, с каждым годом все хуже, уходит одно поколение, приходит другое, все хуже работает давление на Украину, попытки работать с воспоминаниями, как хорошо было при Советском Союзе. Все. Остались те, кто помнит, что не было ничего хорошего, а молодежь вообще не хочет. Ну как, 2 сорта колбасы, ничего нету. Машина только по большому блату, или там надо ехать работать за границу много лет, перед этим пройти 3 собеседования, дать кучу взяток. Квартиру дают, но ее могут дать где угодно через 15 лет. Ну то есть все эти вещи мы еще помним, наши дедушки с бабушками уже забыли, а молодежь этого не хочет, естественно. Что дальше? Тема языка. Ну, на этой лошадке ездили так долго, что лошадка устала. Уже как-то не очень возбуждает украинцев это. Ни русскоязычных, ни украиноязычных. Эта тема работает плохо. А больная точка нужна. Иначе как ты будешь управлять человеком? Ему нужно сделать ранку, и на эту ранку давить, если он ведет себя не так. Так и со страной. Вот сейчас Россия считает, что вот эта ранка – это вопрос религии. И он действительно на определенную категорию будет действовать. То есть я не вижу на самом деле проблемы вообще. Ну, по-моему, проблемы нет. Потому что какая церковь достаточно каноническая, какая недостаточно, кто воцерквленный, кто раскольник. Если открываешь Евангелие, читаешь, там все просто. Собрались трое, начали говорить о Христе, и он сам среди них. Кто вам еще нужен? Если Сын Божий спускается к вам в тот момент, когда вы начинаете втроем о нем говорить. Там все настолько просто, и апостол Петр, и апостол Павел ходили с проповедями, но не было у них ничего, ни Томаса, ни статуса, ни автокефалии. Они просто ходили, несли людям рассказы про любовь, про Царство Божие, которое когда-нибудь обязательно наступит. Все. Почему настолько пытаться усложнить религию, которая была создана настолько просто и без всякого финансирования, без всяких сложных соборов? Мне это кажется немножко уже перегибом. То есть я не вижу проблем. Перегибом, как по состоянию на начало 21 века. У нас тот же слушатель на связи, как оказалось, он имеет что нам возразить или спросить еще. Здравствуйте, еще раз слушаем вас. Да. Я хочу уточнить свой вопрос. То, что вы заявили о том, что желательно сейчас границы не трогать, так? Но почему, когда, несмотря на Хельсинский договор, в Европе начались, Югославия была разрушена, ГДР исчезла с политической карты мира, Чехословакия исчезла, Советский Союз исчез. Вы почему-то все это посчитаете все это нормальным. А когда сегодня возникает вопрос о пересмотре границ, вас всех начинает трясти. Господа, вы будете последовательны в своих позициях. Спасибо за термин «трясти», конечно же. Окей, если даже опустить его, то в чем разница, по-вашему, между распадом Югославии, объединением Германии? Советские оккупанты создали искусственно такое государство, как ГДР. То есть просто разделили Германию на 2 части. Как если они, как они мечтали, разделить Украину на левобережную и правобережную. Все. Но проблема была в том, что немцы, даже не немцы вообще, все люди, которые жили в советских странах, в социалистическом лагере, они все время пытались бежать на Запад. Ближе всего это было ГДР и ФРГ, разделенная Германия. Из ГДР бежали каждый день. Сначала это было просто. Потом подземными коммуникациями, на шариках, прыгали через забор. Поставили часовых, колючую проволоку, Берлинскую стену. Немцы все равно бежали. Бежали. И потом эта стена рухнула, естественно. Германия воссоединилась, потому что никто не хотел жить в ГДР. Югославия абсолютно искусственно созданное образование, где периодически скрывались этнические конфликты, были всегда страшные. Проще в этом случае, если муж с женой дерутся каждый день, детей у них нет, им проще действительно разъехаться, так будет лучше всем. Разъехались тоже не без конфликтов, слава богу, я был сейчас в республиках, в странах, вот в Хорватии, в той же, в Сербии. Отлично, люди живут порознь, люди вступают в Евросоюз, живут гораздо лучше. И люди из Советского Союза бежали тоже, из стран Балтии бежали дальше. Как только Балтия отделилась, стали бежать туда. Из Польши бежали в Германию, когда Польша еще была советская, Германия стала объединенной. То есть давайте смотреть на людей. Люди бегут туда, куда лучше. И это естественно. И Украина независимое государство, в этом-то, я, простите, верну, Россию так и трясет, что люди из России готовы бежать в Украину. Даже не за деньгами. В эпоху там нефтяного благоденствия в России зарплаты бюджетников и пенсии были выше. Люди бежали за свободой, за возможностью говорить, что думаешь, за возможностью выйти и поругать президента. Не соседней страны, не Америки, а своего, потому что ты им недоволен. За право ходить в любую церковь. Там, то есть, я имею в виду те же репрессии на свидетелей Иеговы в России.
за право, черт побери, быть крымским татарином и поэтому автоматически не считаться потенциальным врагом. То есть таких причин масса. И, естественно, если Украина будет развиваться и развиваться экономически, а у нас для этого есть все перспективы, и учитывая и газовые разработки, которые сегодня приняты, мы еще Россию потесним с европейского рынка, здесь люди будут жить не просто свободнее и богаче. И Кремль от этого в самом деле трясет, потому что объяснять, что Европа другая, Запад загнивает, человеку в Воронеже можно. Да, они живут богаче, чем ты, у него машина, свой дом, но это Запад, он гнилой, а ты духовный человек. Они другие. А говорить про Украину тяжелее, потому что мы прожили 70 лет в одной стране. Мы часто очень похожи вместе, смешанные семьи. И они смотрят и говорят, а что происходит такое? В Украине нет фюрера, который ведет страну 20 лет вперед в едином направлении. Нет единой партии, которая там всегда побеждает на выборах. Нет ОМОНа, который лупит людей дубинками. Ну, был, но мы его прогнали. Они вообще даже президент, если им не нравится, они его берут и прогоняют. А живут свободно и лучше нас. Что происходит? И тут им объяснить уже гораздо сложнее, что они другие, это развращенный Запад. Именно поэтому Украина в качестве примера больше всего пугает Кремль. Украина больше всего пугает Кремль именно в качестве примера. На этом закончим наш разговор. Спасибо, что пришли в нашу студию. Кирилл Сазонов, политолог, был у нас в программе «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сейчас ко мне присоединится Екатерина Некреча, и вы услышите новости дня завтрашнего. «Крымский вечер» с радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии 105,9 FM. И это вечер, который вы проводите вместе с нами. Крымский вечер, конечно же. Вы уже слышали, что дозвониться в наш эфир вполне возможно. Это реально. Некоторым даже дважды. Некоторым даже дважды, да. 8 810 06 926. Звоните нам во время прямого эфира, конечно же. Участвуйте непосредственно в эфире. Задавайте вопросы нашим, собственно, гостям в студии. И номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Я напомню, что вы можете слушать нас в Крыму ежесекундно на 105,9 FM 24 часа в сутки. Если же FM вам недоступен, то тогда приходите на сайт Крым Реалии. Там есть такая красная кнопка, и можете быть с нами абсолютно все время. Абсолютно все время мы сообщаем вам самую проверенную, точную информацию. И вот новости, о которых будут говорить уже завтра. Тема политзаключенных и политических узников для нас постоянная, но сегодня, 25 июля, сегодня уже 26 июля, простите, это у меня со зрением уже что-то плохо, правительство Украины приняло постановление о поддержке украинских политических узников, которых удерживают в России и на оккупированных территориях, а также членов их семей. Первая об этом написала Ирина Геращенко, это вице-спикер Верховной Рады Украины. Она написала об этом в Фейсбуке, цитирую: «Премьер-министр заявил, что они будут получать выплаты на правовую защиту, адвокатов и билеты на свидание до 100 тысяч гривен в год. Большие деньги, но, например, чтобы добраться до Сибири, нужно до 20 тысяч гривен. Это недопустимо, когда родители по миру собирают деньги на поездку на свидание в Сибирь, когда самим семьям не за что оплатить адвокатов», отметила Геращенко. Напомню, что мы регулярно говорим о политзаключенных. Есть несколько из них, кто уже давно держит голодовку. 73-й, если я правильно помню, сегодня день, или 72-й Олега Сенцова. У многих других уже счет пошел ближе к 100. И, конечно же, есть целые проекты по сбору средств на оплату работы адвокатов, на перемещение этих самых адвокатов, то есть чтобы оплатить им билет до, там, я не знаю, в город, в котором происходит судебное заседание. То есть проблема есть, о проблеме мы этой постоянно говорим, и вот украинское правительство решило выделять до 100 тысяч гривен в год. Ну и также, знаете, популярная тема о том, что в Крыму чаще всего, как это не парадоксально звучит, да, крымские события, крымчане политзаключенные, но о них в Крыму не знают. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте радио Крым Реалии, читайте сайт Крым Реалии, и вы узнаете о том, о чем не рассказывают вам те СМИ, которые находятся как будто бы рядом с вами, они из телевизора вам что-то говорят, да не все рассказывают. У нас есть слушатель. Кто вы, откуда, и ваш вопрос или комментарий? Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я из Крыма, из Джанкоя. Я
Извините, чуть-чуть вот опоздал по теме. Предыдущая, что была тема. Я насчет того, что вам не кажется, что вот Украина стоит на времени типа как Переяславская Рада? Все, спасибо. Объясните мне, пожалуйста. Переяславская Рада — это событие, если я правильно помню, 1654 года, когда был подписан акт о соединении, да, Украины с Россией. Я не знаю, какие аналогии могут напрашиваться сейчас, но окей, тогда это подписывал Богдан Хмельницкий. Многие нынешние историки, например, критикуют такое его поведение, но вряд ли эта критика что-то изменит, поскольку события действительно были такими. Мы же идем к новостям завтрашнего дня, уважаемые радиослушатели. Значит, одно из важных сообщений. Россиян предупредили о том, что, возможно, будут закрыты визовые центры. К этому может прийти введение в России обязательной аккредитации компаний. Рассказала об этом пресс-секретарь Российского союза туристической индустрии Ирина Тюрина, а информирует русская служба «Радио Свобода». Итак, по ее словам, о порядке выезда и въезда в Россию есть такой закон, и в него внесли поправки. Депутаты предложили эти поправки, депутаты от «Единой России». Они предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, которые оказывают россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Для получения этой самой аккредитации нужно наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах России. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие технических средств для обработки информации, сертифицированных в соответствии с российским законодательством, и наличие 3-летнего опыта работы в этой сфере. То есть есть ряд условий, на которые, насколько мне понятно из их комментария, которые выполнить будет очень сложно. Это означает... Даже невозможно, как говорит эксперт. Даже невозможно, да, она перечисляет, вот почему, собственно, это может произойти, да, потому что обязательно наличие технических средств для обработки информации, сертифицированных в соответствии с российским законодательством, и наличие 3-летнего опыта работы в сфере, что исключает одно другое, да. И, собственно, критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не сможет, утверждает Ирина Тюрина, которая является пресс-секретарем Российского союза туристической индустрии, и, собственно, она говорит о том, что в России работают 6 иностранных компаний, управляющих визовыми сервисными центрами, и как минимум по одному пункту доля иностранного участия в уставном капитале, ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию. Дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров. Ну, в то же время, по словам представительницы РСТ, требованиям законопроекта не может соответствовать также ни одна российская фирма. А еще говорят, что в этой компании, что управляющие российскими визовыми центрами за рубежом никаких дополнительных аккредитаций не получат. В общем, много проблем, но это такая инициатива, Значит, которая может не состояться. В чем основная проблематика? Я сегодня, когда готовился к эфиру и читал разные мнения на этот счет относительно визовых центров, да, общее впечатление — это политика закрытости, да, то есть нужно меньше выпускать граждан за границу. Я достаточно взрослый человек, у меня был еще советский загранпаспорт, самый первый. Так вот, внимание, мой советский загранпаспорт, в нем было специально написано, что это был паспорт, который действителен для поездки в Чехословакию. Итак, для каждой конкретной страны тебе выдают паспорт. После этого ты можешь подаваться на визу, причем выездная виза, то есть разрешение на поездку в дружественную тогда еще Чехословакию, это был очень серьезный и очень-очень-очень длинный процесс. Уже сейчас, там, я не знаю, с украинским безвизом, да, понятно, что подобные решения кажутся, не знаю, странными или незнакомыми, но многие люди старшего возраста помнят еще и одноразовые загранпаспорта, которые выдавались для выезда в конкретную страну, только потом туда получалась виза, ставилась виза, да, и только потом человек мог поехать. То есть такая история, по сути, как многие комментаторы утверждают, такая история просто возвращается. В наше время немного другая штука, да, действует, потому что россияне, которые не знают, что такое безвиз, и им сложно представить, что такое, если у тебя больше возможностей, да,
возможности просто могут сужаться в их случае. Но вот крымчане как раз, граждане аннексированные, граждане, это я так сказала в некотором смысле иронично, они, имея два паспорта, один российский, который сами же крымчане признают, что он действует только на территории Крыма, потому что даже в России он не настолько российский, как хотелось бы, может быть, кому-то, да, и в то же время есть возможность у крымчан, как у украинцев, как у граждан Украины на самом деле, и весь мир это признает, как мы видим, получать этот безвизовый паспорт, биопаспорт, с которым они могут путешествовать без визы, и поэтому крымчане, как никто, могут как раз то есть им, оценить по сути, преимущества. не так важно, насколько будут работать визовые центры, работающие в российском законодательном поле, поскольку те, у кого есть украинский По паспорт, и российскому, особенно... крымскому паспорту ты все равно никуда визу не выйдешь. Да, ты никуда не выйдешь за границу, конечно. Ясно. Ну что ж, новости завтрашнего дня примерно в таком видео у нас вышли, а сейчас о самом главном с вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели. Рустем Халилов сейчас к нам присоединится и расскажет о том, какие материалы вы лучше всего и активнее всего читали на нашем сайте. Радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». Екатерина Некреча, Павел Новиков и Рустем Халилов сейчас присоединится. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Здравствуйте, это Рустем Халилов, и давайте посплетничаем. Первый материал, о котором я хочу вам рассказать, называется «Сплетни про Украину», авторства Павла Казарина. И вот он пишет о том, что отчетливо помнит, как после первого Майдана в 2004 году украинская тема стала топовой в российских медиа. Украинские ленты российских информагентств били рекорды по просмотрам. И в то время в Москве, пишет Казарин, было ощущение, что бывшая Советская Республика уплывает. Все изменилось после победы Виктора Януковича на выборах президента. Интерес к украинским новостям в России стал падать, на первое место стали выходить новости с Кавказа. И в предвоенные годы вся российская дискуссия, говорит Казарин, это споры о нелегальной миграции. Зимой 2013 года опять все изменилось. Украинская тема снова стала главной в российских медиа. Вот я сейчас процитирую Казарина. «Украина стала главным жупелом, ключевым содержанием, центральной темой. Из категорий «такие же, как мы, только рожи незнакомые» она внезапно перешла в разряд чужих, враждебных и непонятных. И интерес к ней снова начал бить рекорды». И вот он делает вывод, что если Москва однажды перестанет обсуждать Украину, значит она ее вернула. Вернула, в смысле вернула в свое русло. Ну, так я понял, по крайней мере. Это один из самых популярных материалов у нас на сайте, да? Совершенно верно. Второй популярный материал называется «Ушел с опущенной головой». И он посвящен Ремзи Ильясову, который занимал пост заместителя председателя подконтрольного России парламента Крыма и недавно покинул свою должность. Автор материала вспоминает биографию Ильясова и делает вывод, что последней каплей, из-за которой ему пришлось покинуть свой пост, стали итоги выборов президента России на аннексированном полуострове. По мнению автора, это был полный провал. Опять крымские татары не пришли на избирательные участки. И это было сделано вопреки усилиям не только Ильясова, но и местных властей. И вот терпение кураторов лопнуло. Они поняли, что ставка на Ильясова оказалась проигрышной. А значит, он потерял для них окончательный интерес. А вот наши читатели не потеряли интереса к фотографиям, которые публикуются у нас на сайте, и поэтому фотогалереи пользуются достаточно большой популярностью. И вот я хочу рассказать о такой фотогалерее, которая называется «600 метров над землей», и посвящена она Крымской астрофизической обсерватории в поселке Научный. Сама эта обсерватория была образована еще в 1945 году. Здесь находится один из крупнейших в Европе телескопов. Зеркальный телескоп имени Григория Шайна, и диаметр его больше 2,5 метров. По величине он второй на территории стран СНГ и третий в мире. Кроме этого телескопа вы можете увидеть и другие, их вообще в обсерватории около 20, но, по словам бывших сотрудников, оборудование сегодня устарело, и вместо космических исследований больше всего начали интересоваться телескопами туристы, их стало больше приезжать в поселок Научный. Вот, например, на одной из фотографий можно увидеть белую коробочку, в которой надежно укрыт телескоп. Ночью крыша ее отодвигается, туристам показывают Сатурн и Юпитер. Я помню сюжеты об этой лаборатории, в смысле обсерватории, еще в довоенные времена, во времена до аннексии. Там уже тогда говорили, что оборудование неплохо было бы обновить, да, потому что
телескоп — это одна история, другая история, что обрабатывает изображения, полученные из телескопа. Ну, вот, хотя бы для туристов нашли хорошую нишу, да, как, по крайней мере, заработать на коммуналку. А я еще помню скандал 10-летней давности, когда в научном хотели построить несколько многоэтажных домов, и таким образом это бы помешало научной работе, которую ведут там ученые. А я очень люблю пятерочки Рустема Халилова, потому что во время этих минут я могу добавить стори. Это то, что происходит за кадром во время нашего эфира. Подписывайтесь на странички Крым Реалии не только в Facebook и YouTube, но также Instagram. Ищите нас там больше нас. Павел Новиков, Катя Негречи, Рустем Халилов. Это радио Крым Реалии 105,9 FM. Слушайте нас в Крыму.